утро, участники семинара. Доброе утро, Алексей Клементьевич, Татьяна Ивановна, Ольга Михайловна. Приветствую всех, есть знакомые лица. Ну, Ольга Михайловна вот уже чуточку коснулась, так скажем, да, проведения, немного рассказала о проведении именно конкурса, второго международного конкурса «Розовая чайка». Ну, отличительной чертой этого конкурса, 22-го конкурса, будет то, что конкурс будет проводиться по 7 номинациям. То есть если предыдущие включали только 4 номинации, это фортепиано, скрипка, виолончель и музыка для всех, то в этот раз добавились еще 3 номинации. Это, значит, исполнение на духовых инструментах, это хоровое пение и академическое пение. Но, безусловно, вот те номинации, которые были на первом конкурсе инструментального исполнительства, фортепиано, скрипка и виолончель, они, естественно, предполагают участие обучающихся в детских музыкальных школах и детских школах искусств. А вот все остальные номинации, которые я сейчас только что озвучила, они, безусловно, могут включать и исполнителей из учащихся средних общеобразовательных школ. Но начну более подробно, значит, начиная с номинации «Оркестры и ансамбли духовых инструментов». Значит, по эта номинация будет проводиться по 3 направлениям. Первое направление – могут в нем принять участие оркестры и ансамбли детских музыкальных школ и детских школ искусств. Второе направление – это участники, значит, оркестра и ансамблей средних общеобразовательных школ, если есть таковые, да, может быть, их не совсем много, но тем не менее они, наверное, есть, и оркестры и ансамбли средних специальных учебных заведений. Так, дальше. По музыке для всех, в принципе, музыка для всех будет проводиться тоже по 2 направлениям, как и в первом конкурсе. Это, значит, направление фортепиано, и второе направление – солисты-инструменталисты и коллективное музицирование. Но вот в этом году, когда мы проводили 21-й конкурс «Новые имена Якутии», там тоже существует номинация «Музыка для всех». Вот в этой номинации приняли участие и дети общеобразовательных школ. И мы увидели, что, в принципе, в общеобразовательных школах есть неплохие дети, которые играют на фортепиано. И вот в том числе они стали у нас лауреатами, и мы, естественно, как жюри наше, они порекомендовали именно этим детям принять участие вот по этому направлению «Музыка для всех» по подноминации фортепиано. Так, значит, вот что касается солисты, инструменталисты и коллективное музицирование, то в этом направлении могут принять учащиеся, которые играют на народных инструментах, исполнители на духовых инструментах. А коллективное музицирование, оно, конечно, предполагает участие различных ансамблей. Это могут быть малые ансамбли, дуэты, трио, квартеты, какие-то ансамбли там из 10 или 12 человек и, конечно же, оркестры разного направления. Ну, в частности, допустим, я знаю, что в общеобразовательных школах достаточно активно работают коллективы народных инструментов. Вот эти коллективы, они, безусловно, конечно, могут принять участие именно по этой номинации. Дальше. Следующим новой номинацией является хоровое пение. Хоровое пение, оно тоже делится на 2 направления. Значит, это участники, первое, хоры и вокальные хоровые ансамбли средних общеобразовательных школ, мы так их прописали. И второе направление – хоры и вокально-хоровые ансамбли детских музыкальных школ. То есть мы школы музыкальные, естественно, и общеобразовательные разделили, да, вот по категориям. Вот. Но, безусловно, хоров в общеобразовательных школах, в принципе, много. Значит, по дисциплине музыка практически в каждой школе имеются хоры. Причем хоры могут быть разносоставные. Да? И, значит, здесь вот предполагается участие именно хоровых коллективов больших, допустим, скажем, да, больших, состоящих из 30 и более человек, и вокально-хоровых ансамблей, которые включают там от 8 и более человек. Так, дальше.
Что касается академического пения, это тоже новое направление, но академическое пение, оно предполагает, конечно, больше участия, наверное, значит, обучающихся детских музыкальных школ. Это могут принять в этом направлении студенты средних и высших учебных заведений. Но если у вас в общеобразовательных школах есть дети, хорошо поющие, занимающиеся академическим вокалом, пожалуйста, вы тоже, ну, если будете как бы выполнять те требования конкурсные, то вы можете тоже принять участие вот в этом направлении. Так, теперь возрастные категории. Значит, возрастные категории тоже разные. В каких-то номинациях у нас 3 возрастные категории в основном. Есть по две возрастные категории, даже 4 возрастные категории. Значит, например, номинации оркестры и ансамблей духовых инструментов, они предполагают 2 категории возрастные. Значит, первая категория – это 10-15 лет, то есть это все, в общем-то, детские коллективы. И вторая категория – до 18 лет, в основном это будут, конечно, оркестры и ансамбли средних специальных или высших специальных учебных заведений. Так, что касается возрастных категорий по номинации «Музыка для всех», оно сохранилось, как и в предыдущие годы. Значит, первая категория – это 7-10 лет, вторая категория – 11-15 и третья категория – 16-21 год. Так, и хоровое пение тоже делится только на 2 возрастные категории. Первая категория – это 10-13 лет, ну, мы так называем младшие хоры, да, и вторая категория 14-17 лет – это, конечно же, старшие хоры, учащиеся там более старших классов. Это могут быть однородные вокальные ансамбли, как я уже сказала, от 8 до 12 человек, и смешанные вокально-хоровые ансамбли до 16 человек. До 16 человек. Теперь, Ольга Михайловна уже сказала, что, в принципе, конкурс у нас проводится обычно в 2 тура. Поэтому вот в конкурсных требованиях прописаны, конечно же, те произведения, которые должны исполняться на 1-м туре и на 2-м туре. Ну, если вас интересует, я могу, конечно, сейчас тоже вкратко рассказать о конкурсных требованиях, если это интересует. Если нет, то, пожалуйста, вы можете ознакомиться с конкурсными требованиями на сайте и Высшей школы музыки, и на сайте Центра проекта «Музыка для всех» musfaral.ru. Вот. Потому что здесь, в принципе, достаточно много прописано, да, вот какие произведения они должны исполнять и так далее, и так далее. Поэтому я думаю, что вот на этом семинаре это может быть не так актуально, так скажем. Так, теперь, значит, Ольга Михайловна упомянула о том, что конкурс у нас будет проходить в связи с тем, что у нас сейчас вот такая эпидемиологическая ситуация, что мы, в общем-то, большую часть времени находимся на удаленном как бы обучении, да, и мы не знаем, какова же будет ситуация именно в июне месяце, когда начнется 4-й конгресс и 2-й международный конкурс. Но надеемся, что все пройдет фактически в основном в очном формате, естественно, и поэтому мы надеемся, что вот особенно представители городского музыкального кластера или ближних, вот, допустим, заречного кластера, там, центрального кластера, конечно, они смогут приехать и принять участие именно в очном формате. Мы на это очень надеемся. Другое дело, что, значит, представители каких-то, может быть, более отдаленных регионов или зарубежные наши как бы исполнители, участники этого конкурса, ну, тоже в зависимости от их ситуации в их стране, они могут принять участие в очном формате. Но для этого, естественно, тоже вот у нас в условиях прописано, что нужно присылать видеозаписи, качественные видеозаписи 1-го и 2-го тура. И прослушивание, вот, то есть вот эти видеозаписи, которые будут присланы, они тоже будут прослушиваться во время конкурсных, вот во время проведения конкурса. Поэтому они будут тоже равноправными участниками этого конкурса. То есть мы не будем делить как бы очное участие или заочное участие вот в таком плане. Так, что еще? Ну, если говорить о времени проведения, то время проведения у нас, значит, такое. Ну, вначале как бы начнется конгресс,
И начиная с 29 июня, то есть 29 июня, начнется торжественная церемония открытия второго международного конкурса. Церемония пройдет в Театре оперы и балета. Вот, первый тур будет проведен 30 июня, второй тур 1 июля, и закрытие конкурса, значит, торжественное закрытие конкурса, оно будет проведено 2 июля тоже в Государственном театре оперы и балета. Вот у меня такая информация. Если есть вопросы, пожалуйста, я могу на них ответить. Можно, да, задать вопрос? Пожалуйста. Пожалуйста. По поводу вот требований к хоровым коллективам именно общеобразовательных школ. Они не отличаются от требований к хоровым коллективам школ музыкальных? Нет, они не отличаются. Дело в том, что мы там не прописываем какие-то конкретные музыкальные произведения, как, например, делают это пианисты, скрипачи, виолончелисты и вокалисты, да? Вот, там у них прямо конкретное музыкальное произведение, которое они должны, безусловно, исполнить. А что касается хорового, я сейчас могу вам прочитать. Вот, допустим, хоровое пение. Допустим, первая категория – это 10-13 лет. Первое, они исполняют 2 произведения. Первое произведение – это народная песня, любая, просто написано «народная песня» или «обработка народной песни». Здесь уже по выбору руководителя. И второе произведение – произведение зарубежного или русского композитора. Вот. Так, это вот, допустим, первый тур. А во втором туре, значит, одно произведение акапелла и второе произведение современного композитора написано. Здесь, пожалуйста. 2 произведения, получается, второй тур. Да, по 2 произведения. То есть и в первом туре 2 произведения, и во втором туре тоже 2 произведения. А вот дети постарше, которые, допустим, старшие, да, хоры, они, значит, будут исполнять в первом туре 3 произведения. Здесь первое произведение – это обработка народной песни. Второе произведение зарубежного или русского композитора. Ну, я думаю, что все равно поете, да, наверное, в репертуаре имеются. И третье – это произведение по выбору. Здесь, пожалуйста, уже как бы карт-бланш руководителю дается. Так, а во втором туре вот старшие хоры могут исполнить тоже только 2 произведения. Одно произведение акапелла, которое не звучало, конечно, в первом туре, и второе произведение современного композитора написано. Ну, пожалуйста. А вот оно может быть таким же произведением, как и в первом туре, вот то, что по выбору, например? Или должны быть другие произведения? Нет, это должны быть произведения. Ну, здесь вот как бы вот не прописано, да, вот произведение современного композитора написано. Это, наверное, все-таки другое произведение. Ну, придется выучить 2 произведения. Одно для первого тура, второе для второго тура, но современного композитора. Понятно, Ну, спасибо. При этом под современным мы же не обязательно называем композиторов, допустим, вот классического, да, направления. Это могут быть как бы эстрадного направления, да, там, композиторы, песенники и так далее, и так далее, и так далее. Так что здесь вот нет конкретных таких вот указаний, какого композитора надо исполнить. Просто вот направление дано. И, конечно, здесь вот уже выбор каждого руководителя хоровых коллективов. Зинаида Григорьевна, спасибо. Можно вопрос? Да. То есть получается, что мы готовим, значит, по сути, 5 произведений, вот, например, хоровых, да, и также по инструменталистам. И у вас есть первый тур, он как бы отборочный. И мы в какие сроки, например, мы будем понимать, что мы прошли первый тур и готовимся к финалу, так скажем, уже непосредственно к июлю, да, чтобы было понимание. Нет, ну, я же сказала, что первый тур будет проведен 29 июня, и уже в конце дня уже будут вывешены или озвучены те, значит, участники, которые проходят на второй тур. Все. И на втором туре уже будут принимать участие, и там уже как бы вот кто какие места там занимает. Ну, второй тур, как обычно, все-таки это уже претенденты на призовые места, так скажем, да? Ну, как в обычных соревнованиях. Спасибо. То есть, получается, вот, судя по положению, мы до 15 июня должны все видеозаписи уже предоставить для первого тура, да? Если это
как бы, если это очное, заочное участие, да, тогда видеозаписи это заочное участие. Если вы очно, не надо никаких видеозаписей присылать. Понятно. То есть подаете. Хорошо, тогда получается, что мы по направлению хоровое пение и музыка для всех готовимся сразу на первый и на второй тур. То есть у нас должно быть в наличии там 4 произведения для инструменталистов и 5 произведений для хоровых коллективов. Коллеги, вот все слышите, да, вот получается, что вот мы, знаете, мы запланировали на апрель месяц такой городской этап прослушивания, до конца апреля, где-то к концу апреля мы ставим и хоровые коллективы, и инструменталистов, да, для себя, чтобы понимать, что ну, вот такое количество у нас будет участвовать в международном конкурсе. Поэтому такой промежуточный, так сказать, срез для города, чтобы было понимание, какое количество мы предоставим участников в международном уже конкурсе. Большое спасибо, да, мы с центром проекта «Музыка для всех», как говорится, в рабочем порядке, тесно работаем. Я думаю, что будем выходить с вами уже с какими-то вопросами, да, конкретно касаемо вот нашей подготовки к этим значимым мероприятиям. И по поводу статей в сборник, которые готовятся по итогам конгрессу, да, коллеги тоже, значит, кто заявляется, пожалуйста, направляйте заявки, посмотрим, да, и вот и направим на рассмотрение уже в центр, чтобы для публикации. Большое спасибо, Ольга Михайловна, Зинаида Григорьевна.